Mirza yopilmadi. Assalomu alaykum. Ломбош. Какой? Леопардовая, да? Да. Это что за рыба такая? Ломбош это голова змеи. А, змееголов. А, Илон Дилан, да? Лапта. Ничего себе, огромный. Это жирная рыба. Ничего, вот так вот можно... Это что? Ломбош. Onun üstüne hiç gerek çıkar mı? Kaptırır. Birge 5 kişiye tur tur garip. İyi değil mi? Amur. Чувак, рыбы сразу попробуй. Что готовить? Это уже замаринованные. Амур это какой? Смотри. Это большой какой-то, да? Сколько? 3 килограмма? Нет, 2,5. 2,5. 2,5. Yo'q, zamoni kichikroqdan bo'lganda yaxshi bo'ladi. Леопарда тоже попробуем, да? Да, и леопард есть. Четыре килограмма. Вот здесь вот в этих козлах. Здесь жарится, да? Здесь. В общем, мы приехали в место называется Балахче, это район за Наманганом, через Джудакапа, ну, в принципе, недалеко, километров 20, наверное. Здесь самая вкусная рыба во всем Узбекистане. Жарится вот такая свежая, она плавает, потом ее разделывают и в казане жарят. Вот сейчас будем смотреть, что это за рыба такая интересная. Мы взяли змееголов и еще какая-то. Амур. Палка оглушает. Почему-то. Наверное, самый гуманный способ умерщвления это бьется палкой. Чистится. Прямо возле дороги. Там Ок-Йол, это белая дорога переводится. Прям получается, когда едешь с Намангана, прям за ней это место. Вот топчаны. Здесь, в принципе, вот это все заведения, они эту рыбу жарят. Наш гид, ну, человек, который нас сюда привез, он говорит, что здесь самое вкусное. Здесь, что здесь лучше всего эту рыбу готовят. Вообще раньше здесь, в Узбекистане, вот, в Намангане рыбу не кушали, ее привозили с Джизака. А сейчас здесь свои рыбные хозяйства и уже своей рыбой полностью обеспечивают Наманган и еще и продают на экспорт. Так что рыбная культура здесь развивается в том числе. Вот, сейчас уже чешую сняли. Чешуя означает, что это речная рыба. Так, вот сейчас идет разделка. Чешую почистили. И вот разделка.
Ага, вот видите, как вскрыли. То есть мы обычно ее с брюха разрезаем. Здесь наоборот. Разрезают сверху со стороны позвоночника. Интересная рыба, змеиная рыба, короче. Я такую не видел, еще не пробовал. Змеиная рыба и амур получается. Ну вот, все, то есть получается, видите, он быстро очистил. Сейчас он ее моет и нарежет на куски. Вместе с головой, видите, голова это тоже деликатес, уже особый у нее вкус. Все, готово. Сейчас будет нарезать на куски. Вот отрезает плавники. Не, он ее палкой оглушает почему-то. Оглушает палкой. А почему палкой оглушаете? Pалкой бьют. Sпросите, почему не режет ножом? Numar kalası gelmek için şunu oraya yapsız hazır. Şimdi mahvuş gerek. Bunlardan bunu öldürüp mahkum ediyor. Yani mahkum 3 dakika koladı, mahkum olur. Bunlardan Сопротивляется. kodolaştığında bu Да, mahkum тяжело чистить, если говорит, его не оглушит. А если резать, то все равно будет двигаться, да? Да. Там невозможно будет А, чистить его. в общем, он, получается, по голове бьет, и как бы этот центр, да, он останавливает, Да. оглушает. Он до сих пор вот шевелился вот это вот. Bu yonka düşkən ölər, yonka düşkən yana kımıda olar. А? Yonka düşkəndən До масла, говорит, он это еще Шевелится. шевелиться будет. Kuzuğandan keyin durar, kuzuğandan keyin bu yok olar. Да? Это вот настоящая, да, рыба, говорит, в течение 6 часов. Ну да. Все, сейчас. Ага, делает надрезы. Сейчас, когда будет жарить, вот все косточки, они все прожарятся, и кости будут вообще не ощущаться. Вот он когда режет, я слышу, как кости хрустят. И делает уже кусочки. Вот когда вот такие надрезы делаешь, кости, мелкие кости, они прожариваются, и они уже их не ощущаешь. На такие стейки нарезает. Голова деликатес обязательно тоже жарится вместе. Это голова. Первая партия есть. Здесь вот такие вот стейки получаются.
Он здесь выезжает, да? Вот как. Ага. Я вот такую рыбу не пробовал, по-моему. Змеиную. Ну там жира у него мало было. Мало жира? Да. Сухая, да? Только. Это лучше. Мясистая, да? Да, мясо только, да? Öyle pastayı katla böyle son böyle mi? Biraz da sarı son. Pasta. Şum. Şum saç. Saç. Aşağı katlısı böyle de mi saç? Ha? Bunlara kadar. Там рыба усач такая большая, оказывается, есть. Bunu video koyuyorlar. Ну ее не можно. Красный хмель это рыба, оказывается. В общем, вот эта рыба змеиная, она чисто мясистая, там вообще нет жира. Мясистая рыба получается. Так, еще раз промывается вся эта история. Соль. Обязательно посолить. Так, получается, что муку ничего не будем использовать. А это какое масло? Подсолнечное обычно? Sonuçması. Есть. Пошла жара. А? Первый амур? Не знаю, как скажете. В общем, разницы нету, поэтому змей голова. Масло начинает нагреваться. А как вы понимаете, что он нагрелся, масло нагрелось?
общем, до состояния дыма. Ага, чуть-чуть дымом будет идти, дымок. И тогда уже масло, и тогда уже можно жарить. В общем, секрет в том, что масло нагревается до состояния горячего, немножко дымок идет. На рыбе сделали надрезы, и мелкие косточки, они во время вот такой сильной жарки, они как будто растворяются, исчезают, и вы кушаете, не испытывая никаких трудностей с костями. Такая история. Да, рыба уже красивая. Сколько времени жарится? 5-6 минут жарится рыба. А? Твердая? За счет того, что змеиная рыба, наверное, змееголов, наверное, она, в общем, твердая считается и вообще не жирная, то есть там чисто мягкая. За счет этого она дольше жарится, соответственно. Но мне кажется, что она будет самая классная, потому что жирная рыба иногда тоже не очень хорошо, а вот такая в меру, такая суховатая немножко, с хорошей подачей, там, с каким-то помидорным таким соусом, она вообще супер получается. Сейчас проверим, посмотрим, никогда не пробовал. Уже золотистый цвет, красивый.
общем, вот таким образом жарится рыба. Что я хочу вам сказать, что, смотрите, если вы приезжаете в незнакомое место, вот вы не были никогда, да, классно, правильно иметь проводника. Ну, в нашем случае это наши есть друзья, друзья друзей и так далее, и так далее. То есть у нас есть какие-то зацепки, есть родственники наши, поэтому это проще. Почему это правильно? Потому что местные люди, кто живет вот на этой территории, да, они знают, как разговаривать, как поговорить, как выбить скидку, как сделать так, чтобы тебя не обманули, потому что обмана тоже везде хватает, понимаете? А когда у вас есть местный человек, вы можете сказать так, во-первых, где вы кушаете, где у вас вкусно, туда поехать, поговорить в кафе, в ресторане, в такси, без разницы. То есть, когда есть наличие местного человека, вам это сильно облегчает за ваши задачи и сильно экономит деньги, что самое главное, что очень важно. То есть экономить денег тоже важно, потому что если вы сами тепленькие туристы приехали, вас вычисляют за 3 секунды и, возможно, вас легко могут обмануть. Также с этим местом связано тоже. Вот мы приехали, это место рекомендуют местные, как самое вкусное, самое крутое место. Моя мама сюда приезжала очень часто, сюда она приезжала. И поэтому мы сегодня здесь и сейчас будем пробовать эту рыбу. Я вообще не сомневаюсь, что она самая супер вкусная. Потому что она свежайшая, ее жарят, и вообще узбеки говорят, что рыбу нужно в течение каких-то минут, нужно ее просто приготовить и съесть. Поэтому вот такой способ считается самым классным. А вы посмотрите, где мы сейчас находимся. Вот такая вот территория. Ну, сейчас начало сезона, как бы, да, еще нет такого большого потока туристов. Но, тем не менее, вот мы приехали с дороги. Вот такие вот бассейны с рыбой, вот они находятся, вот так вот идут. И вот с таким видом мы поднимаемся. Вот такая вот беседка. Здесь летом, когда сезон, полностью так ставятся столы. И можно вот здесь наблюдать за происходящим. Вот такой у нас стол здесь. Ага, вот томатный соус. По-моему, змеиная рыба будет самая вкусная. А? Те тоже А, тоже несут. что-нибудь не будете испытывать? Не. Bu kaç böyle? Buyurun boş. Вот это вот змея. Элон больше. Илон Маск. Хлеб, то... Вот так она выглядит, золотой цвет. Вот эту тарелку, да, все берем. Сейчас будем тестировать. Benim Короче. Mehmet Sağ ol. Все, давай. Точно, свидать теперь. Точно. А сегодня отдыхаем, да? Что про него У не нас спросили? 1 мая. Ну да, сегодня же праздник, товарищи. Вот высыпи салфетки. Вот такой соус. Да, Да, здесь помидор, да? Что еще есть? помидор, Перец, перец, зелень, зелень. А вот эта водянистая основа, это что, вода? вода. Да, просто. да, соус они классно делают. У нас Не, вообще-то воду, если чистить вот этот помидор, воду не добавлять, потому что у себя сразу. Да, вот мы когда на уголок были, там вот точно такой же, вкус такой же. Очень вкусно. Да. Прекрасно. Нас радует. А вообще раньше же вот сами узбеки рыбу кушали, вот там, 80, там, 90. Да. Потому что мама говорит, узбеки рыбу особо не кушали, поэтому рыба и Тогда не котировалась. не Ничего разводили. подобного я помню. Вот у нас, я же рассказывал, как шахрзябцы жарили рыбу. Вот такой казан. Приходишь, вот две рыбы, у них уже готово. Вот так его запускают, с той стороны достают, она уже красная. Кушали? С кишлаков все приезжали, пока рыбу не покушают, они не уезжали. Еще будете ехать по перевалу, да. Бетон подвесится, там и самсушки, и с зеленью. Прям там где горячие. Обязательно хоть по одной поешьте. Мы вот в этом Вкусно. шашлык, как? Шашлык-бар. Шашлык-баре, мы вот там ассорти, мне все понравились. Там и с овощами было, с зеленью было. Да, они рекламировали.
По перевале тоже тандыр, джиз вкусно готовят. Вкусно там, да? Джиз. Вот джиз поешьте. Это что? Я Это работаю. чем у нас у них Вкусно. Джис это что? Джиз это вот это. мясо. Барани, да, вот это. Мясо это Знаешь, вкусно как вкусно жареное. жарить, еще лук тебе так еще соль, еще я прям... Еще там аппетит открывается на перевале. В этой стороне джиз называют. Кашкадаринская сторона джинджак называют. Это таджикский, по-таджикски нужно. Правильно, это самаркандский. Это хлеб домашний, да? Или что? Нет, да? Ну не домашний, ой, но мас, да? Ну, тандыр, А если... кто делает домашний вот эту картошку? Ой, ну. Это более жирный, да, Амур? Вот эта рыба мне очень понравилась. Амур? Нет, вот это вот то, что мы ели. Так. Вот эти лепешки, может быть, это много есть. Но он лишь жировый, ну? А Мали привет. Вот это вот пересыпем туда и тарелку отдай. Да, нормально. Да, нет? Там чего нету? Все, не надо. Ну. А вон где возьму? Ну как? Вкусно. Очень вкусно. Чем проще, тем вкуснее получается. Да. Вот это начинается, когда вот это усложнение. Дядя Вера, он ее солил? Да. Посмотришь на канал, подпишись, Я там видео будет. И колокольчик даже поставила. Это очень вкусная рыба. Ломбалок это хищная рыба считается. Да, да? это лишний. Мама говорит, Они оба «Обязательно хищные? найдите рыбу». Нет, Амур это как бы сазан же. А они еще, знаете, как это, в Касамсай ездили они, Мгм. зона отдыха же там, а они там заказывали заранее катырму, шурпо. Это вот один раз они поехали, моя мама баранин поела, вот этот шурпу из и все, давление у нее поднялось. Я и все, не такая она приехала. Но там тоже, да, красиво в Касамсае, вот эта зона отдыха. Потом еще, Сансай там граница? Да, да, с Киргизией. а в Бровище же есть у нас, как Чадак, Чодак. где Это этот перевал. стеклянный вот этот мост. Да, да. Это чодак. Это тоже же зона отдыха, да? Да. Я просто не была там уже давно. Ну, вчера ты Это Чартак, это же санаторий же Чартак, правильно? Это в Наманганской области, да? Как это? Чартакский. Вот вода же вот Чартак. оттуда. Да, да, да. Чартак. Вот с этой воды лечь, ванну делают. Да. Мгм. Там прям как это разливают еще стакан не похож. Эльнора когда лежала там, а я ездила. Минеральная вода. Рядом эти ванны. Вообще классно. Это вот кто живут, кто мучается. Мне надо туда оказывается. Ялус Хорошо, есть? да. Чай налить? Зеленый. Я пока не буду. Вы кому налейте всем? У нас есть. У нас есть. Я же говорю, у вас Не, очень очень мало вкусно. времени. Рыба. Мама говорит. Там «Будете местные рыбу люди кушать?» с моря не Как ловят, будто что ли, я вас? покушала. Рыба есть у нас? Рыба есть. Вот так не готовят. Не У нас готовят. на рынке рыбу не готовят. Не, у вас не свежая, да, рыба? Она Мы заморожены. замороженная. Его, если уж так не получится, да? Не получится. Не получится, потому что замерзнет. Свежая рыба нужно, чтобы так готовить. Поэтому нету, да? Мы размораживаем, потом так жарим, но так не получается. Такой вкусный У получается. нас перингас свежий привозят, перингас. Но он сезонный. Сентябрь, октябрь. А рыбаки нет, что ли? Есть. Привозят, там же рядом есть эти хозяйства, Астрахань, Мастрахань. Там полно рыбы. Просто чтобы это работало, это должно быть рядом рыба. Выловил, пожарил, отдал.
Но здесь же разводят всю вот эту рыбу, это же разводят искусственно. Вот это, который вот это кушаем же, вот это дикая рыба, это его не можно. А, да? Да, рыбхозе не можно, а вот это, вот это можно рыбхозе. Амур. Да, амура. А, хищная это вот эта змеиная рыба. Она на щуку похожа чем-то. Ну, видом, не В вкусом. пруду нельзя, да, его разводить. Вот Да. о чем говорит. Мгм. А прудовая рыба сразу отличается. И у нас там в Кургане есть вот эта рыба. Королевская рыба, как? Форель? Красная. Форель? Форель. Форель готовит. Потому что тоже форель хищник же. Мгм. И форель только в чистых водах бывает. Вот это, который. Мутно. Вкусная, я тоже. А у нас на Рухате, Очень вкусная. у вас в зале тоже так жарят же рыбу, да? Рухат. Никак здесь. Все равно они не могут, да, как балычинские? Например, они масло наливают, сколько это килограмм, ну, например, 10 килограмм рыбу жарят и сразу масло Масло, убирают. а Рухат так По- не делает, походу. Потому что поэтому вот это как бы желтый становится, да, если слишком масло обгорелось, там уже Чёрная чёрная. будет. Коричневая. Да. Да. Цвета рыбу можно маслу, Определить. да. Да, я видел масло, как оно прокаливает, смотрю, еще только свежее налитое. А на второй, на третий раз, конечно, они его используют, хотя нельзя его использовать. Масло. Да, Вот конечно, это будут начинает использовать. приезжать, да, с 12. Сейчас здесь вечером что творится, здесь свободных мест не будет. Но он сейчас бронирует его по телефону. Ну, сегодня же рабочий день. А вечером так польют, разрешено, так классно, прохладно. Это очень вкусно. Я не думала, что мне так понравится рыба. Думаю, ну рыба, ну мы же тоже рыбу жарим. Не. Мы, во-первых, так не жарим. Мы хотя бы в муке обваливаем. Да. Да, это вкусно не бывает. Вот. А мама вообще в кляре делает. Яйцо с мукой. Это все из-за того, что Там рыба и вкус мороженое. Замороженное. Мороженое. Нет, там вкус уже другой становится, потому что мука и вот это яйцо. Да, ну конечно, О, конечно. да. У рыбы вкуса нет, поэтому с яйца, да, вкус вытаскиваешь. А здесь только солят, и больше ничего не доводят. Так это равносильно соломе, да? Соломы вкуса нет, вот его и продаешь. А что свежий клевер, это вот свежее, да? Это было очень вкусно. Мы на 5 съели 5 килограмм. Ну там осталось что-то, ну практически все съели. Я вообще не ожидал, что я столько рыбы могу съесть. Я рыбу обычно так не ем. Это вообще просто бомба. Очень вкусная рыба. Реально, реально вкусная рыба. Поэтому если будете, приезжайте вот прямо на въезде Балахче, сразу после вот этих там ворот, называется Ок-Йол, белая дорога. Вот я хочу вам пройтись по этим рядам, показать. Все вот эти кафе, они жарят рыбу. Вот посмотрите, здесь в принципе видно. Вот. Подходите, выбираете. Сейчас наш спутник нам сказал, что нужно до 4 килограмм выбирать рыбу, потому что потом она уже жирная становится, а жирную рыбу нежелательно есть. Ассаламу алейкум. Вот, то есть получается вот такие вот ряды. Оказывается, здесь к вечеру очень много народу, мест вообще свободных нет. Сегодня у нас просто будни, все на работе, поэтому вот так вот. Вот. Ассаламу алейкум. Вот. Ага. Вот здесь. Вот. Видите, рыбы полно. Выбираете рыбу.
какую хотите, вытаскивайте, вам ее берут, чистят и тут же жарят. Вот, смотрите, какой там лежит сом. Смотрите, какие титаны здесь лежат, огромные. Вон. И вот так вот, туда, вдаль. Вот туда вдаль эти ряды идут. То есть есть где выбрать, есть где посидеть и поесть вкусную рыбу. В общем, мы заказали амура, он немножко жирнее. И вот это вот змееголов, змеиная рыба, так на змею похожа. Оказывается, это хищная рыба, она только в природе растет, она не размножается в этих хозяйствах. И поэтому у нее мясо отдельный вкус. Но она немножко суховатая, будьте как бы готовы к этому. Я люблю такую рыбу, я люблю хек, да, его тоже суховато. А этот, ну, конечно, намного вкуснее хека, но у него структура такая же. Он такой, знаете, как чисто мясо, рыбное мясо. Классная вещь. Поэтому вот так вот. Вот называется шукрона. Шукрона. Ну все, мы двигаемся дальше.